Люба Хамхоева получать выплаты на карточку только рада. Речь идет о ежемесячном пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет. Отныне все будет проще. Финансами она сможет управлять сама, без посредников и лишних визитов в почтовое отделение. Удобно. Карта почте проблем почему-то удобно. Люди с документами на руках почти каждый день приходят, чтобы поставить точку в вопросе перевода выплат на банковскую карту. Только с начала года в Назрановское отделение соцзащиты документы на переоформление подали уже больше 500 получателей. Перечень документов, необходимых для перерегистрации ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, простой. Это копии паспорта получателя, свидетельство о рождении, СНИЛС получателя и ребенка, а также реквизиты счета банковской карты МИР. И обязательно при себе нужно иметь оригиналы документов. Сейчас пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет на первенца составляет 3277 рублей, на второго и последующих 6554 рубля. Переход на электронную карту МИР обязательный, а сам процесс несложный. С января месяца мы начали вот эту процедуру на основании приказа. Люди приходят туда, в Сбербанк, открывают счет, получают карту МИР там, и получают также выписку, реквизиты. С этими реквизитами они сюда приходят. И еще там перечень документов мы им отдаем, которые они должны сюда привезти. И прикладывают туда вот эту выписку и полный пакет документов. Необходимость перерегистрации вызвана тем, что с 2017 года социальные выплаты осуществляются исключительно на банковские карты платежной системы МИР. Для перевода средств необходимо обратиться в отдел социальной защиты по месту жительства с номером счета, на который в дальнейшем будет перечисляться пособие. Время, отведенное на перерегистрацию, ограничено до 1 марта 2020 года. Надеемся, что граждане, получившие указанное пособие, обязательно явятся с необходимыми документами и помогут вам своевременно провести перерегистрацию. В случае, если получатель по объективным причинам не смог пройти перерегистрацию и представить соответствующие документы, ему будет возобновлена выплата данного пособия. Масштабная цифровизация. Студенческие стипендии, зарплаты, пенсии уже зачисляют на пластик национальной платежной системы. Карте МИР доступны все функции и операции. Переводы, оплата в магазинах, спектр возможностей широкий. А самое главное, удобны прежде всего для самого пользователя. Вся страна переходит на цифровизацию и цифры не только в телевидении, но и в обслуживании населения. Главой республики Калиматовым Махмудом Али Макшариповичем было поручено правительству разработать новую систему выплаты льготных пособий на детей и всех льготников. Ничего страшного в этом нет, ведь кто такие льготники, кто такие наши молодые мамы? Это продвинутые люди, у них у каждого есть карта. Мало того, по этим осадкам могут начисляться еще и проценты. Поэтому это выгодно со всех сторон и удобно. По данным Министерства труда Ингушетии, в общей сложности на МИР уже перешли порядка 900 получателей. Главное – успеть вовремя, чтобы не остаться без денег. До завершения перерегистрации меньше месяца. Зелимхан Калоев, Асхат Белакиев, Новости 24.